Предлагаем вашему вниманию новостной видеодайджест Академии наук Республики Саха-Якутия за конец второй декады. На прошлой неделе состоялась встреча президента Академии наук Леонида Владимирова с директором Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сарданой Баяковой. Во встрече принимали участие вице-президент Академии наук Геннадий Толстых и ведущий научный сотрудник Алексей Пудов. Тема рабочей беседы касалась области взаимодействия в рамках гуманитарного сопровождения проектов и направлений научной деятельности Академии наук Республики Саха-Якутия и участия института в программах комплексных научных исследований. У него купил этот Шейлихов и прочее, Курский купец. Название было чуть позже, у Лебедева-Ласточкина. Лебедев-Ласточкин, его по-другому немножко назывался. Но он первый начал вот там, на Ляске и так далее торговать. Вот про карту уже рассказывала, историю города Якутска. Там есть дома Лебедева-Ласточкина, Кослады, они вот прямо на берегу, где Чернышевская. В начале прошлой недели состоялся ВКС с сотрудниками фонда Сколково в рамках предлагаемой фондом программы Green Tech. Это программа поиска, отбора и подготовки к ускоренному внедрению инновационных решений в сфере устойчивого развития. По мнению выступающего Николая Булатова, участие в программе Green Tech позволит партнерам-соорганизаторам найти и внедрить новые высокотехнологичные решения в сфере устойчивого развития, расширить вовлечение команды в работу с инновациями, представить широкой аудитории успехи в сфере зеленых технологий. Фонд Сколково проводит поиск и экспертизу инновационных решений, а это сбор воронки проектов, предложений разработчиков технологических решений по актуальным для партнеров тематикам и их отбор в соответствии с заданными партнерам критериями. Фокус программы лежит в области экологии, промышленной безопасности, ресурсоэффективности, энергетики и транспорта. Интересный. Вот особенно интересный формат – это сотрудничество в области мониторинговых станций, вообще инфраструктуры, строительство инфраструктуры на этих вот высоких широтах. Решения, которые могут помочь в выполнении тех задач, которые вы сейчас озвучили. МАДИ направит вам такую подборку, я, насколько понимаю, через Веру Николаевну, и далее нужно будет уже проработать какие-то практические шаги. Коротенькое предложение другое. Вот где-то в конце мая, в июне, значит, как раз предполагается проведение в Якутске стратегической сессии по тематике Норд-Север, территории устойчивого развития. Все на самом деле, что мы сегодня обсуждаем применительно к северо-востоку Евразии, это и есть проблема устойчивого развития. В этом мероприятии поучаствуем. Главное, чтобы заранее действительно нас проинформировали о датах. А на какой стадии сейчас находится? То есть сформирован ли какой-то задел уже под эти кластеры? Академия наук Республики Саха-Якутия, вот мы представляем научный эксперт-аналитический центр. Меня зовут Вера Олеговна Одиссеева. Мы, значит, являемся такой основной интегрирующей площадкой на территории региона и как бы основным разработчиком различных программ региональных, в том числе программы деятельности межрегионального научно-образовательного центра. У нас действуют проекты «Офис», «Норд-Север» в регионе, да? Основной офис находится в Москве. И, значит, вот, когда мы писали программу, мы заложили, значит, концепцию как бы кластерного подхода. И мы создали вот, за 2 года создали 5 кластеров. И один из кластеров, вот, основной, который является таким драйвером развития нашего центра, является кластер энергообеспечения. На прошедшем в четверг Президиуме Академии наук Республики Саха-Якутия состоялось слушание актуального доклада об экологической обстановке в Алданском районе касательно наличия радиоактивных изотопов. Уважаемые коллеги, значит, тема проекта представлена на слайде.
Значит, для реализации данной темы был организован в свое время в 2021 году ВТК, в состав которого в кадровом отношении вошли 5 докторов и 7. Выявление радиационно опасных объектов в техногенных зонах, радиоопасности исследуемой территории, в первую очередь в населенных пунктах, на примере общественных зданий и реперных жилых домов, городов Алдана, Дамота и поселков. Бетонирование полов в цокольных и первых этажах строящихся и эксплуатируемых радиоопасных зданий. Создание защитных экранов посредством укладки противорадоновых мембран. Образование системы приточно-вытяжной вентиляции радоноопасных зданий с обеспечением должного режима вентиляции воздухообмена. Решите представить отчет именно по медицинскому разделу. Докладчик Попова Татьяна Егоровна. Руководителем медицинской части является Романова Анна Николаевна, доктор медицинских наук, директор ЯНЦ КНП. Смертности населения Алданского района по годам, начиная с 2001 по 2020 годы. И мы здесь видим, что показатели как заболеваемости, так и смертности, они значимо превышают общереспубликанские значения. В структуре патологической пораженности основные позиции занимают органы кровообращения, пищеварения и эндокринной и мочеполовой системы. Органов системы кровообращения артериальная гипертензия встречалась у 56% осмотренного населения. Вы проводили обследование по обращаемости? Школы интерната. То есть не по обращаемости? Нет, не по обращаемости. Потому что мы заранее обратились в центральную районную больницу, да, делали заявку и попросили нам вот предоставить именно людей на такое вот комплексное медицинское обследование. Спасибо. Железняк Михаил Николаевич, да. У меня к профессору Чевычелову вопрос. Скажите, пожалуйста, вот с чем связаны все-таки такие сильные разбросы в школах? Это связано со строительным материалом или связано с вопросами проветривания и так далее? Можете ответить на этот вопрос? Поле, радоновое поле ни в Алдане, ни в Нижнем Куранахе нами не исследовано детально. И не выявлены расположение фоновых концентраций и аномальных. Но связывать нужно с двумя вещами. Это эманация радона из почвогрунта, и второе, эманация, радона со стен, материала. Да, с материала радиоактивно опасного или с повышенной радиоактивностью. Ну, вот мое пожелание. Конечно, эту работу надо продолжить. И если мы смотрим, что состояние здоровья населения все-таки не так плохо, как, скажем, там фоновые данные, да, то, мне кажется, более углубленно надо сейчас уже направление взять иммунную систему и адаптационные механизмы. Палеоклимат Центральной Якутии. Сохранение изучения гуся-пискульки в условиях изменяющегося климата. Краткий тематический словарь архаизмов якутского языка. Эти и еще 7 перспективных проектов получили высокую оценку конкурсной комиссии для определения их на грант главы Республики Саха-Якутия. Целью гранта является государственная поддержка и поощрение научной активности молодых ученых и студентов по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в республике и содействие реализации творческого потенциала научной молодежи. Обладателями гранта стали молодые ученые, специалисты и студенты. Они получат по 500 тысяч рублей на реализацию своей исследовательской деятельности. 20 апреля в торжественной обстановке на заседании Президиума Академии наук Якутии министр образования и науки республики Ирина Любимова вручила сертификаты грантообладателям. Это очень символично, что мы ежегодно вручаем этот грант в Сенат Академии наук. Уже второй год я вручаю.
нашу работу, комиссия. Мы очень рады, и во благо науки нашей республики и нашей страны мы и дальше будем продолжать нашу работу. Спасибо. Вы идете за нами, мы вам готовим почву. Потому что вы сделаете выдающиеся открытия, мы в этом уверены.